Хотите знать обо мне больше? Читайте мои книги. Так говорил великий русский писатель XX века Михаил Шолохов. Рассказывать о себе он не любил. Его душу, беззаветно любящую родную землю, мы видим в его строках. В период с 1919 по 1926 годы он проживал в станице Каргинская. Мемориальный дом-музей представлен на одной из фотоэкспозиций, которая составляет выставку «Мир Шолохова и его героев». Путешествие в прошлое. Экспозиция охватывает различные периоды жизни Михаила Александровича, начиная с детства. Особое внимание привлекают фотографии, запечатлевшие Шолохова за работой, в общении с людьми в моменты отдыха. Снимки позволяют увидеть его не только как известного писателя, но и как обычного человека, чувствующего и переживающего. О своей жизни, о своих взглядах, свои первые литературные труды он уже пишет в качестве рассказов в местные газеты. Тогда газет очень много было. Вот. Это его жена. Она была дочерью, ее звали Мария Петровна. Она была дочерью атамана местного. То есть, Михаил Шолохов был военным корреспондентом в годы Великой Отечественной войны. Он освещал боевые действия 1942 для газеты «Красная звезда» и других изданий. Его репортажи важны как свидетельство того времени, отражающие взгляды на войну. Как и его художественные произведения, они пронизаны глубоким пониманием человеческой природы и трагических реалий военного времени, отмечает экскурсовод. В 1942 году еще погибла его мать, которая жила в том же доме Каргинской, там, видимо, бомба или что-то упало. И тогда он пишет рассказ «Наука ненависти», и позже знаменитое его произведение «Они сражались за Родину». Это одно из самых сильных произведений, рассказывающее о войне. Фотовыставка вызвала большой интерес у юных посетителей. Это назрановские и карабулакские школьники. С творчеством Михаила Александровича знакомы не все, так как по школьной программе работы писателя начинают изучать только с 9 класса. Экспозиция же пробудила в них интерес к его жизни и творчеству. Выставка мне очень понравилась, все дословно объяснили, даже про жизнь казаков и как он жил, и рассказали про его произведения, показали его картины и его первый том. А какие его книги ты знаешь? Они сражались за Родину, «Поднятая целина» и «Тихий дон». К сожалению, мы в школе не проходили такого прекрасного поэта. А что еще интересного ты о нем знаешь, вот из выставки? Я узнал, что он получил Нобелевскую премию, а до Нобелевской премии он получил еще и Ленинскую премию. Я узнала, что Шолохов был военным корреспондентом. Какие-то его книги знаешь? Нет, пока не читала еще, но обязательно почитаю. Погрузиться в мир Шолохова через призму фотографий, заглянуть в его жизнь и узнать, что вдохновляло автора. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Музея краеведения имени Тугана Мальсагова с музеем-заповедником Ростовской области имени Михаила Шолохова. Именно там автор жил и писал свои великие произведения. Я считаю, что она будет интересна не только детям, но и взрослым, потому что каждый писатель — это какой-то огромный мир, который сумел передать нам то время, в котором он жил, да, те проблемы, взгляд на жизнь. И постигая их, мы понимаем не просто как бы по какой-то хронологии истории, мы более глубоко погружаемся и становимся чуть-чуть другими. Экспозиция включает в себя редкие фотографии из частных коллекций и личные вещи писателя. Посетителям предоставляется возможность рассмотреть не только его хорошо известные портреты, но и запечатленные моменты повседневной жизни, его окружения, а также фотографии, иллюстрирующие атмосферу эпохи, отраженные в его произведениях. Фотовыставка «Мир Шолохова и его героев» приурочена к столетию ингушской государственности. Посетить экспозицию и познакомиться с творчеством писателя поближе можно до 23 декабря. Амина Зязикова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.